Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Безопасность в регионе – главная задача. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с представителями силовых ведомств республики. 5 лет на страже здоровья. Семейная клиника «Аймед» отметила первый юбилей. За 5 лет работы учреждение «Аймед» стало одним из лучших в стране. Всесторонняя польза для уммы. Выпускник Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, открыл школу программирования. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Хейтанаев. Аллах дал Бог уранчуах. Ашкия чамбилаш Бог дал омурдо му'мин нахи, бусоб нахи. Ашкия чамбилаш царн, шей больш бол ницк гул билаш Аллах дал. Гаур хахкарц, гаур амярц, моссу агвар тэмэн киечам белаш, ва'адду лахум мастата'тум мин куввати ва мин рибатил хайли. Турхибуна бихи аду Аллахи. Аллах дейл мостаг қируа, и сацуа, и юхтуа. Моссу агвар шей ницк чаг белаш Бог Аллах дал омр дяш. Шу мостри қируа, уш бухтуа, шей ницк чаг белаш. اشتخيل بول مواستري شون تبوش شون تخو شخيل بوش بول مواستري اش قيرو اش يوختوغا شي نيتك عابيلش بوغ دال شون اش تبوزح الله دال اش ملش بخاشون بوغ دال خاشون تار شون كيتشن خليوشول ميكر لو تار شون كيتشدين خلدوشتول مواستخلا. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с руководящим составом силовых подразделений Чеченской Республики. На повестке такие темы, как участие региона в СВО, безопасность граждан, борьба с наркотиками и многое другое. Глава субъекта призвал всех с особым усердием относиться к своей работе. Все подробности далее в сюжете. Чеченская республика славится своими обычаями и культурой. Любое негативное проявление, которое может опорочить честь всего народа, необходимо пресекать на корню. Важно знакомить молодежь с законом и при надобности перевоспитывать. Об этом говорит Рамзан Хаджи Кадыров на совещании с силовым блоком. يحالة حوالي هالجدان تعم قلن هول تعم يوز هول دين تيلي رفاتي زكوان تيلي رفاتي غلق تيلي رفاتي داس بدنانس بوق ديش واتس بتعمل ديش واتس ولي مثل ديش وداتشين دون لتامت يسون هم باقامت يسون دون ودامت يسون دون تندل دون الشوشة حنقيقن دون شيء شرونا ورشق دون إتيب عد عشوش ولير فلنا واسوي مثلا ويس ولير في شيء يرتب دون حال تعبير دون إسطنبول نشدون وين غوش ده دون تان بلشات لويدات دون ويش أبو شات بيبو تان دين حيوردوي تان دون غلق حيوردوي تان زكون حيوردوي تان توان با عمردوي تان دام على دون بيدا غربو. Особое внимание у руководства республики к тем, кто выехал за пределы региона и посчитал, что законы для него не писаны. Их нужно возвращать на родину и проводить разъяснительную работу. يبيك بوشل إذا توشتو إنهشيو ألدان يحيز وشل قدان جابيجي هرديجي دارس يبقى عقاميل لق نهشي أل شعبي سنو دات دان تشيني спасибо патриот герой бош بيسمو أتا نركمانو دوغا وملام ولدان يعرف دويدان تعاقبه أتو يعاقب ما بيننا دان ويتول يعرف الدسان تندلان أنا بولنس دان وألعب الله وكي إذا ليرس ببيبلس ونادان حالسن دان إيام نشتي بوتشات أبالش دان وإيش دان هوت دان إيش نركمان شو هوين ده أتال ناعي سانش ديوس دان دو داج وعرش دان راز تكيل موجود بوتشينس باش يا يزيش دان بالجيش خل داس دان سندل إيش حاجة عج دان
полностью дон цабалош Rusya habalos tan del dins degdüsüç relax degdüsüç don çardan aznesan del don leybi bu nohçi tamamet almich wala don nohчал боштулum дөхен халдеш дас. В ходе совещания Рамзан Хаджи Кадыров дал комментарии по поводу скандального инцидента в офисе компании Wildberries. Москва был случай don Wildberries компания тау компания навост don и адмир готовш don и też don handels yergalodus положение дас don. Чигедон даван бугуана цаакият доч цаабоч цаамаёч кырах вол вело так дон мётадон идусэлим хаяакван вело цигедас оожо вело дас нон я здесь будот мы не против дон чеченцев дон мы против кадыровцев болот дон со главный кадыровец дас дон вот со главный кадыровец дас дон и на вас это оожо халавой дал гештой ботан дал дел бой дон вы на вас герганеш дон акал цигедас дон со да яарау бад дишон даж дон ад масан ала дон се на вас ала яарау дон вы нохче бой ченцер дон Boader bocha wush bocha way matini meeting shon way tin ta don I once seen don but what's the good way we the go on Вы хил случаешь дон молнаш кала ош ош бортбеш дадердош релакси дон авой хадош до забо галы и гидош буйдо можешь дахет дон еще можешь даёшери дон дас дон шундан хостик штил дас дон со кадыров уже дас со мосмето ула лиш уже дас дон شتك بورجا ولشو دونا حقيقي شيء حقيقي دونا سويت شيء على تعب بالوالد دونا حقيقي تقول أسكدروت ده هدا خاطر دوشن داس دونا Каждый должен нести ответственность за свои слова и поступки. Не стоит здесь разжигать межнациональную рознь, говорит глава региона. Я кавказец, я чеченец, я своего возвращаю домой, Есть свидетели, есть люди, которые они заказывали, за сколько вы можете принять заказ Бог, Рюш посадишь, ночью был кадыровочку, Ардон, я хочу царать, я юг царать, я юг или хочу определиться, Разговор зашел и о проведении СВО. Глава региона призвал всех неравнодушных к своей родине, религии и культуре приложить максимальные усилия для победы. Так беспокоиться вещь, вы вещь бандуш, вы фонду, вы ах выделили бандуш, вы 100% дон, цатек дон, повескаться да еще дон, вы 100% квота ойного дать дон. Из выносишь оман, маха без, когда юшра и дадишь до шадери гид. Это моща дон. Хуютсо ешел хумшие эрдовли. Мы чаду что ночи дон. Гердушен, ах душен, техникушен дон. Эрадовли дон, радо дак дон, что дон, вы варят дей дон, да именно исторический дон. Тысячелетиями лет поцебош дон. Вы лет диск дон, вы дин лердел диск, вы риллак лердел диск дон. Вы там федеральный центр дон дает огромную возможность дон, дает сколько нужно, необходимо средств оружия дать дон. Остальное форма одежды дон, спецтехника, вождехника, вы как из ахчадут мосумаду дать среда. Самое главное необходимо, что вы как герцу мосумаду дон, контракт он луч ахчаду, лазинчунаду, вельчунаду луч дать дон. وشو هو داش عشو دات دون تعديشن مو عشو جدودش على دات دون شاز بوك انت عربول دات اردول دون كل خلش بول كوشن دات بول كي دون عربا هرت دا دخيت كنت دون ايتن زامي ور حدا كوتشي وتران سام شخصي ونادو دات دون تا وي ويغانيت ويغتان لتشدو وينا خلق بوي اتو خلر دون это самое главное необходимое нужное дом ну задос хил иртош хил диез. Рамзан Хаджи Кадыров дал ряд поручений Адаму Делимханову. Депутат Государственной Думы, выступая перед собравшимися, отметил, что всякие нарушения со стороны чеченцев за пределами региона будут немедленно пресекать. Доқом доқтаған тойксас лушватыр дасна шишваш гергерстак хаждимстак шексат целур го эллак задур боқшы остайбнер хон баркал боқшы вайхал вдаимна вайхадахна дал молақида ишта аренс болбох вай чабир бут е таварбу атедилlik чақ доқорду иза хун чулчоға вай оман үйештук хун даж вай омитер яқы чулти вай амдутер вучук бехдешди
ويقوم لارم سيت ألم بيشو سوى مثلا يحكم به دالش عالش بول ميتشا بلا عش بيخش بيلش بوش. Глава республики призвал всех с особой ответственностью отнестись к озвученным вопросам. Ислам Миршов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с руководством, а также с главами сел Натеричного района. Главная тема – социально-экономическое развитие муниципалитета. Здесь сохраняется хорошая динамика развития по всем направлениям, отмечает глава региона. Подробности далее в сюжете. Важно приложить максимальные усилия для обеспечения комфортной жизни граждан. Все необходимое для этого в районе имеется. Об этом говорит глава региона в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Натеричного района. Республика достал халдоза доузыш, так висаляг, иртавик, глававик, хеч департаментвик башулгастон, достал халдон, мадар доузлар, так дозен чулдя. Ёршил проблемы решить елар, так по мере возможности ее и задач. Существенную помощь району оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, докладывает глава администрации Натеричного муниципального района Хамзат Хасанов. От лица всех жителей района и себя лично выражаю огромную благодарность президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазу Балдальцина, Аймане Несиевне Кадырова и вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы сделали и делаете для Натеричного района и его жителей. Натеричный район является одним из крупнейших в республике. Он имеет огромный потенциал развития, особенно в сельскохозяйственной промышленности. Общее количество сельскохозяйственных предприятий на территории Натеричного района на отчетный период составляет 239 единиц. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 76 тысяч гектаров земельного участка. В 2024 году средняя урожайность зерновых составила 28 центнеров с гектара. За последнее время в районе удалось реализовать огромное количество инвестиционных проектов. Построили и открыли новые детские сады, школы, амбулатории и все то, что призвано улучшить качество жизни людей. По программе переселения из аварийного жилья построено 7 многоквартирных домов и переселено в них 274 семей, проживающих в сельском поселении Горогорское. Предоставлены квартиры в городе Грозный 122 семьям, обеспечено социальными выплатами. Для приобретения жилья 229 семей. В селе Знаменское построен микрорайон имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Балдальцина с домами ИЖС на 187 семей. Выделено 37 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для нужд администрации сельских поселений построено 5 новых зданий местных администраций. По проекту «Экология» построен мусоросортировочный комплекс в селе Знаменское мощностью 50 тысяч тонн в год. В рамках реализации федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в селе Знаменское построен физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 мест. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды на территории Натеричного района благоустроено 29 общественных и дворовых территорий. В районе наблюдается хорошая динамика по всем показателям, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Необходимо приложить еще больше усилий для будущих улучшений, подчеркивает Рамзан Хаджи Кадыров. Болхвай мел бодо собир бош подас цендел настрой дон иштали шума се хана дузал кабрахт дон хай камдо хобш хай муаклар беш дон алс беш дон ака чин хадошто рицк бер дон хала накачош дон ахигди что подас дон цендел дон шашло реон дон дик нукука хеге дон авюкшту. Были озвучены и проблемные вопросы. В селении Зебер-Юрт необходимо проложить 14 километров трубопровода. Также предстоит переселить семьи из опасных оползневых зон. Решением этих проблем глава региона поручил заняться немедленно. Юрт ер Зебер-Юрт, олш юрт. Цо юрт аха хин дуцига моделя мяла проблемы от программе цены 2025 по 30 год. Это была, что это гербаришь. Харбо шикцига хер проблема в основном
Truga mela ветхих хилерду так царил тишо халдор что ибо халабок что что это там поручение халаха поручение свои дальнейшем сигары. Don hudar duaj cigadas don serno hit samen da deishi don motsa halolga edas Dutchenam haladon gepuursloosja gihdon Jeltska atter där sint don chwahos met marzdil izabden setchi don hadune duhamachil dahutna khidas boshti don yok problemi das don Ciga hudar dumela don максимально don hante uzu estadis hadir don estadis hadish don ciga chanta yo istalta bakmedi Оползен войзон, Горогорского шурти, Братский ол шурти, Ciga поручение сани хор шараха и нахди абошсана цену что És ég rauðan nýs með það, onds með það, ég í tekstmöðu það, og lendisk sendan, í maður dæmsinn babu sjudan. Горогорска حلق نفت أقش خلبتجو نفت حق وزين شيء تكشو خلبت Горогорска براتس بوحجة تيارك بيرد خيمة حقش En hoe die daar, ciga hens, وين حلق وما تصدلوا على هالشين سودا دانكس تا يتشو دا شيء يتشو دا دان سودا هنس. الفكر نحبوق نحماش ديع بوش مش الفكر نحبوق نيعل ديع يوم تيارك حال محتاجو تيجا أتصدق محتاجات إيش بقى ديع بوش. أما تسمعه. Более 60 семья юкцанента. Дия яхтен аюли проблем да. Да, алмола. В конце совещания Рамзан Хаджи Кадыров затронул еще одну важную тему. Он упомянул заграничных лжепроповедников, которые всячески пытаются сбить с правильного пути подрастающее поколение и тем самым дестабилизировать ситуацию в республике. С этой проблемой нужно особенно жестко бороться, отмечает глава региона. Заграницы юдаян, динцы, рилаксы, гулаксы, яхсы, таламанцы, бала бош болчна, вахоян, хия мش бошаш, сахдор хиеч ор ай хадин, цан зулам дагет, شيء بيرشا، شيء يوروبي دادي قدونا. أو تصح عشبل بيريا يوفيت يشوالي تون هانتوري تون نيتسباي وباش خلات يتعبول شان سينجتن باقيت أربل ديل نعطل تطوبنش هو الإنترنت شو على سنون شاش نحضلح شاش بورجا دلح تادل توامبيت أدل ديت شي جراد دوعاهوي ديل نقيت وعبلدون بوصل دين وعدوزي شاش نتعناهم شو ديلح تيش حجم ينياتر شنو اللي هذا دلع تسال هدو وعاهوي خبر دوت خبر ديت شلونت أكا إز دين عام تديشيد دين دوش تاتسنون din Deutsch dolčubie, din dies that's done. Sabers van aantallen borsten, die zijn door mix that's done. Bebersch gebeurt allemaal die is. Je weet hands dit lust toch die is. Parat zamen school je balbest, dit gezegd je balbest. Sportzaal show, kriol met show, dan waar met je erwal chual, de woordel met je. On multje de joshel region schaar, je zou dat joshel условиsh, аж такой that's done. С каждым годом качество жизни в республике растет. Главное не расслабляться и поддерживать этот темп, подытожил глава региона. Ислам Ершов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном состоялись скачки, приуроченные ко дню рождения президента России Владимира Путина. Конно-спортивный праздник посетил и глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Лучшие лошади из разных клубов страны собрались в Грозном на ипподроме имени Сейд Хусейна Закаева. Скакуны будут бороться за приз с общим фондом в 20 миллионов рублей. Всего 7 заездов. Скачки организованы в честь дня рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Поболеть за участников конно-спортивного клуба «Ахмат» прибыл и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Хочу сначала сказать слова благодарности, в первую очередь, от чеченского народа, от республики, потому что сегодня мы видим прекрасную, красивую, цветущую республику, без войны, без разрухи, все направления обеспечены. Это благодаря президенту страны, это его успех. Он вернул республику в состав суверенного государства России. И сегодня мы видим, что в мировом сообществе единственный лидер, который хочет
объединить весь мир и чтобы соблюдали все религии, чтобы не было между религиозными, между национальными зонами. Розни – это наш президент, поэтому хочу от души поздравить, да, и попросить Всевышнего ему здоровья, успехов, счастья, благополучия, чтобы мы, пехота, не подвели его и в ближайшем будущем победили на СВО. Открывает состязание заезд в честь дня рождения президента России Владимира Путина. 12 скакунов пробегают дистанцию 2400 метров. Побеждает в заезде жеребец Ламан Эдельвес с жокеем Мырзыбеком Капушевым из клуба «Ахмат». Во время церемонии награждения скакуна-победителя подарили главе региона. O silah herdari dayet. Üstün deler vinç dens I vazveş. Da şaledir goriyote o hayatna paç ugur dikum aliyez goriyer yer kâ melon paç ugur digni kıliyez. Vaydan tan sinoş tavurdu boş. Tün iştan dis tolvay. Şel ugur dukiyeşon dayet ki dazu herdo. Dal da berktiyor. Второй заезд посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Скакуны преодолевают дистанцию в 1600 метров. Первым добирается жеребец Саид Лонг с жокеем Шакшилыком Бактыбековым. Скакали раньше, попадал третьим, четвертым. Мы к этому победе долго шли и вот пришли наконец-то. В хороших призах, в хороших компаниях, иншаллах. Я рад очень этой своей победой. В третьем забеге на приз главы Чеченской Республики лучший результат продемонстрировал также скакун из конного клуба «Ахмат» Лендруш с жокеем Мырзыбеком Капушевым. С таким победам привыкнуть нельзя. Каждый раз как первый раз. Конечно, лошади были хорошие. Числились в числе фаворитов и надеялись, что все пройдет удачно, что можем побороться на победу. Мы, хвала Аллаху, выиграли. Скачки посетили не только жители республики, но и гости из других регионов. Я приехала из Москвы на скачках в первый раз. В целом это очень увлекательное такое представление, поэтому вот нас пригласили в гости. И мы сегодня первый раз приехали смотреть скачки. Последующие заезды были посвящены Дню города Грозный, участникам СВО, Дню учителя, а также честь жеребца главы региона ЗАЗу. Победителям заездов вручили кубки, медали и денежные призы. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Семейная клиника «Аймед» отметила свое 5-летие. По этому случаю во дворце торжеств Ирсиде прошло торжественное мероприятие. Поздравить коллектив клиники прибыл Рамзан Хаджи Кадыров. Хава Айдамирова расскажет подробно. В торжественном зале собрались врачи и сотрудники семейной клиники «Аймед», партнеры, а также почетные гости, чтобы отметить важный рубеж 5-летия со дня основания. С приветственным словом выступил министр здравоохранения региона Адам Алханов. Он подчеркнул высокий профессионализм сотрудников клиники и их преданность делу. Клиника зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере здравоохранения, предоставляя высококачественные медицинские услуги нашим гражданам. Широкий набор услуг инновационной направленности и современные технологии, доступные в клинике «Аймед», позволяют ей уверенно нести звание лидера среди частных медицинских организаций Чеченской Республики. Сегодня в клинике работает более 60 врачей по 35 направлениям. Функционирует 7 отделений, а база пациентов составляет более 160 тысяч пациентов. Глава Чеченской Республики герой России Рамзан Ахматович Кадыров активно поддерживает сферу здравоохранения республики. Благодаря его усилиям налажено сотрудничество с ведущими клиниками Москвы и Стамбула. Такая инициатива позволила ввести в работу гостевой хирургии и оказывать в Чеченской Республике обширный спектр инновационных медицинских услуг, в том числе и для жителей других регионов. Уверен, что впереди у клиники «Аймед» много новых достижений, интересных проектов и свершений. Глава республики поздравил коллектив клиники с юбилеем и отметил их вклад в развитие здравоохранения региона и заботу о здоровье жителей. За 5 лет работы учреждение «Аймед» стало одним из лучших в стране. Клиника дала возможность жителям республики лечиться у лучших специалистов, которые регулярно проходят стажировку в ведущих центрах страны и зарубежья. Современное медицинское оборудование позволяет получить те же услуги здесь, у нас в республике, без необходимости выезжать за границу. Включая сложнейшие операции, 5 лет назад в клинике ввели прием 20 врачей.
Сегодня количество направлений лечения увеличилось, число врачей уже 60. За все эти годы профессиональную помощь получили 160 тысяч пациентов. Клиника «Аймед» получила признание и популярность, и сегодня к нам приезжают за медицинской помощью жители из других регионов. Выражаю благодарность всему персоналу клиники. Уверен, что впереди у вас еще много планов. Желаю их реализации. В ходе мероприятия прошла церемония награждения отличившихся сотрудников. Указом президента Российской Федерации Рамзан Хаджи Кадыров передал орден Пирогова старшему научному сотруднику Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Лопухина Александру Ливанову. Также медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждены главный врач клиники Вайл Адамов и исполняющий обязанности директора Республиканского онкологического диспансера Тамерлан Тазабаев. Почетной грамотой главы Чеченской Республики удостоился министр здравоохранения Адам Алханов. Награждается орденом Пирогова Ливанов Александр Сергеевич, старший научный сотрудник Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Юрия Михайловича Лопухина, Федерального медико-биологического агентства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Адамов Ваил Сурхоевич, главный врач обособленного подразделения семейной клиники «Аймед». Тазабаев Тамерлан Иманалиевич, исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения Республиканский онкологический диспансер. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Алханов Адам Русланович, министр здравоохранения Чеченской Республики. В свою очередь Адам Алханов вручил главе региона медаль за номером 1 «Отличник скорой помощи». Уважаемый Рамзан Ахматович, каждый житель нашей республики при экстренном случае набирает номер 103, потому что знает уверенно, что Минздрав приедет на помощь незамедлительно. Но мало кто знает, насколько часто система здравоохранения нуждается в помощи. И кому нам звонить? Конечно же, вам, Рамзан Ахматович. Вы отличник системы здравоохранения, которая оказывает скорую помощь всем системам нашего региона. И хотелось бы вручить вам заслуженную награду, медаль за номером 1 «Отличник скорой помощи». Здесь же руководитель отдела управления качеством медицинской деятельности Национального института качества Росздравнадзора Ильдар Минулин вручил клинике сертификат качества и безопасность медицинской деятельности Росздравнадзора Российской Федерации. Вы находитесь в авангарде прогресса, сочетая лучшие медицинские традиции и инновации, и этот юбилей – залог и символ вашего успеха. 5 лет – серьезная веха, за которой стоит успехи, опыт и множество спасенных жизней в вашей клинике. От всего сердца я поздравляю семейную клинику «Аймед» с юбилеем. Желаю вам процветания, новых побед, и чтобы каждый пациент, который обратился за медицинской помощью, получил здоровье, уверенность и надежду. Я хотел бы пригласить главного врача клиники Ваила Сурхоевича для вручения сертификата. Качество Росздравнадзора – это символ высокого профессионализма и достижения высоких результатов в сфере здравоохранения. За последние 5 лет семейная клиника «Аймед» стала лидером среди медучреждений республики, обеспечивая жителям доступ к современным медицинским услугам. Клиника значительно расширила свой спектр услуг, внедрив передовые технологии и увеличив штат врачей более чем втрое. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В понедельник, в день рождения президента России Владимира Путина, из Чеченской Республики отправили очередную крупную партию техники для нужд СВО. В ближайшее время бойцам будут доставлены 78 автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ-452 и «Нива». Они зарекомендовали себя как надежные и универсальные транспортные средства, пригодные для работы в любых условиях. Глава региона поблагодарил членов команды за активную помощь защитникам Отечества. Mosomslaan, dat we al jutten wij weer gewoon de gewone commando's die dan zijn door we samen neerpraten met techniek en hier scheren als je niet zeker als we allemaal die commando wordt zou je gaan uit maar allemaal dat dan zijn naar wat mij laat oosten heel daar gaan melden daar
Дагидорат мосоки баш мелдошталрис мош бут техника ёшу кит и шахиотсатил еще раз пользуясь случаем днем рождения наш дорогой любимый президент Ахмад Сила. В Чеченской Республике отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравил виновников торжества глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он поблагодарил сельхозработников за плодотворный труд. В начале 2000-х мы восстанавливали аграрный комплекс практически с нуля. Парк сельхозтехники нуждался в обновлении, поля были заброшены. Сейчас у нас более 7300 единиц агротехники, а среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве свыше 170 тысяч. Вы проводите огромную работу над развитием сельского хозяйства и делаете большие успехи. Но нам необходимо достичь того уровня, при котором каждый метр земли будет засеян. Важно, чтобы все жители, имеющие участки, занимались сельским хозяйством. У нас есть большой потенциал, плодотворная земля, золотые руки людей. Нужно внедрять новые методы, технологии и грамотно их использовать. Я благодарен каждому, кто вносит свой вклад в развитие аграрного сектора. За большой вклад в развитие сельскохозяйственной сферы региона глава республики отметил медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, министра сельского хозяйства Висхана Мацуева, а также почетным знаком за трудовое отличие помощника главы Чеченской Республики Зарган Кадырову. Глава региона наградил сотрудников сферы сельского хозяйства почетными грамотами и благодарственными письмами. Указом главы Чеченской Республики за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой вклад в дело первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова награждается медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Мацуев Висхан Зелимхаевич, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики, за значительный вклад в развитие сельского хозяйства Чеченской Республики, безупречную добросовестную работу награждается почетным знаком за трудовое отличие Кадырова Зарган Ахматовна, помощник главы Чеченской Республики. 1600 крупных рогатых скот, больше 3000 усталбудов, шарах 450 тысяч квотам кобда, кидаю сельхозпродукцию, он самый лучший молочный, особенно осюществляется даться, просто так и лячу наградаться. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за заслуги в агропромышленном комплексе, за активную общественную работу и многолетний труд главе региона Рамзану Хаджи Кадырову присвоили звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Присваивается звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики. В Лондоне прошел марш в защиту Палестины, а в Миннесоте заложили первый камень под строительство мусульманского кладбища. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В центре Лондона прошел многотысячный пропалестинский марш, в ходе которого участники требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Акция была приурочена к годовщине нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Рядом с протестующими проходила произраильская акция, что привело к необходимости создания полицейского кордона между двумя группами. Некоторые участники марша пытались прорваться к оппонентам, но были остановлены правоохранителями, в результате чего было задержано 15 человек. Израиль нанес воздушный удар по району Шейх-Саад в Дамаске, в окрестностях 14-этажек, сообщает сирийская пресса. По предварительным данным, в результате удара погибли 7 человек, в том числе женщины и дети. Более 20 получили ранения. Эта местность известна российским студентам, так как в прошлом здесь располагался Центр исламского образования, включая мечеть Али ибн Абу Талиб. Ранее в этом районе находилось общежитие для студентов Исламского института Аль-Захра, где преподавали выдающиеся богословы. Биржа Bybit, базирующаяся в Дубае, представила первый в мире криптосчет, соответствующий нормам исламского права. Новый продукт дает возможность торговать 75 халяльными токенами. Разработка счета была выполнена с участием малайзийской компании Zika Sharia, специализирующейся на вопросах шариата. Однако в исламском сообществе продолжается спор о легитимности криптовалют. Некоторые богословы считают их запретными из-за высокой степени риска.
В Миннесоте, США, заложили первый камень мусульманского кладбища после десятилетия бюрократических препятствий и актов вандализма. Строительство началось во вторник на 72 акрах земли, приобретенных в 2014 году в Касл-Роке. Исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям в Миннесоте Джайлани Хусейн отметил, что это была мечта мусульманского сообщества. Нападения вандалов и юридические трудности задерживали проект, но теперь он, наконец, реализуется. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном после переезда в новое здание открылась IT-школа «Ансар». Теперь будущие программисты республики смогут углубленно развиваться в IT-сфере. Для учащихся будут подготовлены все условия. Это просторные кабинеты, новейшее оборудование и опытные преподаватели. Сюжет Халимат Шахидовой. IT-школа «Ансар» открывает свои двери после переезда в новое здание. Ученики, родители и преподавательский состав школы собрались в честь торжественного открытия. Для гостей подготовили угощения и рассказали об учебной программе. В школе преподают основы программирования. На данный момент здесь обучается больше 100 учеников и функционирует 7 классов. Преподаватели также ответили на вопросы родителей и студентов. Большинство школ готовят в первую очередь программистов. Но они забывают о важном факте, что в конечном итоге из них должны выйти разработчики. То есть разработчики, которые, скажем так, работают в компании, получают заработную плату и тому подобное. То есть мы на своем курсе закрываем все эти, скажем так, пробелы. В первую очередь мы делаем из них программистов. После официальной части выпускникам раздали сертификаты об окончании курса. Тех, кто отличился хорошими навыками и большим упорством во время учебы, наградили особенными золотыми сертификатами. Недостаточно того, что ты учишься в школе. Им надо еще дома изучать программирование, дома домашние задания делать, стремиться к чему-то лучшему и вследствие чего золотой сертификат получить. Информация хорошо подается, учителя, сотрудники, все прекрасно. Основатель школы Юнус Ялдабаев является выпускником Российского исламского университета имени Кумта Хаджи. Притом закончил он его на отлично. Открыть школу именно в IT-направлении он решил из-за дефицита кадров в республике. Быстро освоить программирование ему помогла самодисциплина, которую он приобрел, обучаясь в исламском вузе. على شو بصلنا عن فايدة خلايلش الصو universiteti حواري وحدي شري universiteti كانوا تيجا جو ديسциплине تيجا جو قاعد ديس تيجا بيسن حلاقة شعير قن عمودي زر تيجا إيش ديسциплине ثاني تكنولوجيا شو واش جو بايد بولر بريتي على قد أنا программист شو أتصل дисциплинированный программист سون سبعة وزر значит سيو عقيق ولي بايد خلنا مجر سيو حلا إيش تعبولي نير سينك سنة خد قصير результат خدير يثبت بالشغل يعدو حرا باخ بيرس программист. Изучать программирование здесь могут как взрослые, так и дети с 13 лет. Обучение состоит из 3 курсов, каждый из которых длится по 6 месяцев. Пока школа в процессе обустройства, завершение планируется в ближайшие 2 месяца. Совсем скоро ученики смогут продолжить свое обучение в просторных классах с новейшим оборудованием. Халимат Шахидова, Сайтами Ибрагимов, Аслан Висхаев. Неделя. В Росмартановском районе прошла благотворительная акция «Программа добра», направленная на поддержку малоимущих семей. Организовал ее Центр развития общества «Хайра» при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. Было собрано и передано 150 больших продуктовых наборов, рассчитанных на обеспечение нуждающихся самым необходимым на срок от 1 до 3 месяцев. نقطة جوها مسيت رأي لاتسا أخا أجري إز إقاج حشتو الخيط شبيل قلبنا صعبة أخبار دوزلنا راح بولش دوزلنا بطن تأردلشة ساعدو أشتو قرا نا خدل ساعدو هذا سو مستنس ديبارتامنت ريليجي باش بالبو إشتا بركل الأردر مسو حكومة ديق عمل والشنا إشتا ناق ساعد قربا عندلشة هذا هما قاج حشتو جانا دقوش دلريس خيل. Уже в ближайшее время подобные акции пройдут в Грозном и Гудурмесском районе. Планируется, что программа добра станет регулярным мероприятием, которое будет проводиться каждый месяц.
Дала Аллах дал сақыл, елчуна, дақочунчуна, гилчумисканчуна, дал обл сақдал, отмикалина, исматтана, зухрана, цинт полна гости сондаг мелца бочана, дал обл сақыл. Allah dal obal sājus, dērēsul, aš dieštik dok vodu, dal šīdi adol, aš meldieštik, Allah dal obal sājus vizindēja. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.